Человек очень ответственный, позитивный и не боящийся пройти лишнюю милю. Самое большое мое достижение, наверное, это мои успешные дети. Никогда бы не сделал, я бы никогда бы не предала. Не подвела, не предала никогда бы я. Моя любимая книга, у меня сейчас настольная моя книга «Наполеон Хилл. Думай и богатей». А фильм, наверное, такой затрагивающий, такой, затронувший за живое, наверное, «Мальчик в полосатой пижаме». Я веду активный образ жизни, я катаюсь на коньках, я занимаюсь йогой, я посещаю бассейн. Это зимой, летом у меня велосипед и ролики, моя личная жизнь там, в соцсетях. Это, наверное, все-таки профессиональная литература. Однозначно не фэнтези. Мне это легко представить, потому что я, в принципе, богатый человек. Но если бы у меня было бы очень-очень много денег, касается, я бы, наверное, занялась спонсорством. Потом бы я стала бы родителем, патронатным родителем бы стала, 2-3 детям. Ну и, конечно, я бы путешествовала 2 раза в год. Знаете, я, так сказать, это совковый человек, у нас был такой девиз «Не сотвори себе кумира». Нет, вот такого одного нету. Есть такой сборный какой-то персонаж, из каждого я бы взяла что-то для себя. А такого одного, как героя, нету, потому что нет человека либо чисто положительного, чисто отрицательного. Все мы микс. Но в первую очередь, наверное, читающие. Потом не такие телефонозависимые, как сейчас, все равно я считаю, что это временная вот эта зависимость, да. Потом здоровые во всех смыслах этого слова, и физически, и нравственно, и хорошие семьи. Я бы хотела, чтобы у всех студентов были хорошие семьи. Потом любознательные, не любопытные, любознательные и, наверное, любящие проекты. Вот когда есть начало, есть у какого-то дела есть начало, продолжение и концовка, и результат, чтобы они видели свой результат. Тогда они будут заинтересованы, наверное, я так думаю. Я, в принципе, в школе училась хорошо, не скрываю. Я по 3 предметам, не я, а моя фамилия по 3 предметам висела на доске почета школы. Да. Но физика, математика мне давались тяжело, но давались, тем не менее, я на 4 училась, старалась. Потому что я попала под реформу, когда в 9 класс троечников не брали, и получилось так, что среди 27 русских я была одна казашка. И если бы я плохо училась, я считала, что я всех казахов позорю. Поэтому я старалась хорошо учиться. Наверное, я от своих детей заряжаюсь. Я люблю своих пацанов, честно скажу. Без всякого этого лести, без этого люблю. Потом я сама по себе такой человек, наверное, позитивный. Конечно, хамство. Это не черта характера, но вот хамство. Потом я не люблю, когда человек такой скользкий. Потом я не люблю, когда человек боится ответственности. И мне не очень нравится, когда человек ни в чем не стремится быть первым. Хоть где-то в чем-то человек должен быть где-то первым. Когда человек нигде ни в чем первым, я считаю, что зазря живет. Может быть, это грубо, конечно, но я так считаю. Где-то в какой-то сфере жизни должен быть какой-то плюс. Что-то кажется, да. Пусть я там не очень хороший преподаватель, пусть я не хороший товарищ, но я, допустим, хорошая мать, или там хорошая кулинарка или что-то. Где-то должен быть какой-то плюс. Молодым преподавателям пожелаю в первую очередь дерзать. Дерзать. Потом, я всегда говорю, успешным становится тот человек, который сумеет подняться на 1 раз больше, чем он упадет. Не падайте, но всегда поднимайтесь. Потом не останавливайтесь на достигнутом, у нас всегда должно нам чего-то не хватать. И последнее, я всегда говорю, не бойтесь пройти лишнюю милю. Лишняя миля для меня, это значит, не бойтесь сделать больше того, чем от вас требуется. И это секрет успеха, я так считаю.